Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. День учителя – яркий праздник педагогов, людей, которые посвящают себя воспитанию и личностному росту юных канашцев. Пусть он и не красный день календаря, но среди множества праздничных дат он занимает особое место. С людьми выдающейся профессии учитель встретилась наш корреспондент Марина Баринова. За каждой победой ученика скрывается кропотливый труд педагога, на плечи которого ложится вся ответственность за его будущее. В нашем городе трудится 324 педагогических работника. 228 из них – учителя, стаж которых составляет более 20 лет. Я очень рад, что мы, как одна большая дружная семья, сегодня работаем. Хотелось бы большое и огромное спасибо сказать все-таки руководству республики, и дать оценку тому, что сегодня происходит в городе. Вы видите, капитальный ремонт 6-й школы сегодня проводится. Последующие 5 лет мы планируем отремонтировать 6 школ города из 10. То есть это большая работа и большие финансовые вложения идут от руководства республики. Но и вы, большая армия сторонников, которые поддерживают нашего главу. И я очень рад, что мы все в одной команде. Поэтому большое вам огромное спасибо, низкий поклон. Еще раз вас всех с праздником. Здоровья, счастья и благополучия. Торжественное мероприятие ко Дню учителя прошло в городском дворце культуры. Порядка 30 педагогических работников удостоились государственных наград. В день учителя всех я вас поздравляю. Желаю, чтобы у каждого учителя были прекрасные ребята, а у ребят были хорошие учителя. Чтобы ребенок, который сегодня идет в школу, получил от этого учителя все теплое и, самое главное, настрой на развитие, на обучение, на становление, чтобы, завершая школу, завершая учебу, хотя его не завершишь никогда, он нашел себе в жизни путь. Настоящими учителями и педагогами становятся те, для кого преподавание не просто работа, а смысл жизни. И таких у нас, к счастью, много. Более 24 лет трудится в Канашском педагогическом колледже преподаватель иностранных языков Оксана Уймина. В этом году она была удостоена гранта главы Чувашии. Если искорка желания в ребенке есть, то грант получить особо труда не составляет. Но, естественно, надо участвовать самому везде и хотеть знать больше, делать лучше. Но если профессионал своего труда, всегда будет вот такой, какой он есть. Грант – единственное, одно из очередных доказательств того, что достигаешь каких-то высот на профессиональном поприще. А на самом деле, наверное, все-таки самое лучшее – это признание детей, когда приходят поздравления от родителей на День учителя. Правильно, на день рождения, когда приходят от выпускников, которые закончили, например, 20 лет назад, и они посылают через нарочитых цветы, которые отзванивают либо смс-сообщения, либо через мобильную связь, слава богу, это есть, правильно? Вот это, наверное, больше, чем даже грант. А грант – это официальное подтверждение того, что ты, один из лучших. 6 педагогам республики на минувшей праздничной церемонии, посвященной Дню учителя, было присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской республики». В их числе и учитель музыки средней школы номер 11 нашего города Альбина Кузьмина. Ее общий педагогический стаж составляет 36 лет. В школе номер 11 я работаю уже 33 года. Мой педагогический стаж 36 лет. Также я являюсь руководителем детского школьного хора. И нужно сказать, что наши воспитанники принимают участие в республиканских, всероссийских и даже международных конкурсах. А буквально на днях произошло значимое событие. Я получила государственную награду «Заслуженный учитель Чувашской республики». Для меня, конечно, это большая честь и большая ответственность. Данная награда вдохновляет, и возникает естественное желание трудиться еще лучше для решения нашей главной задачи – это обучение и воспитание подрастающего поколения. В течение всего праздничного мероприятия творческие коллективы города дарили музыкальные и танцевальные номера всем присутствующим.
Марина Баринова, Елена Блатцева, Городской дворец культуры. Канашская детская музыкальная школа приняла новобранцев. 67 первоклассников пополнили семью музыкантов. Все до единого поклялись служить музыке. А если нарушу я клятву свою, тогда я молочный свой зуб отдаю. Тогда обещаю быть меньше посуду и на компьютере играть я не буду. Ребенком всегда идеальным я буду. И клятвы моей никогда не забуду. 3 раза. Отныне вам присваивается звание юного музыканта. К юным музыкантам в гости пришел Чебурашка, который очень хотел научиться играть на инструментах. Но, увы, ключи от музыкальной школы украли. И Чебурашка вместе с ребятами искали и нашли похитителя ключей. И посвящение в музыканты состоялось. Первоклассники только начинают изучать азы музыки. Впереди интересная и увлекательная жизнь. Сегодня свои умения продемонстрировали и те, кто уже несколько лет с удовольствием посещает музыкальную школу. Канашская детская музыкальная школа – старейшая школа в республике. У нас очень много старых, добрых традиций. И одна из этих традиций – посвящение первоклассников в юные музыканты. Сегодня в нашей школе состоялся замечательный праздник, когда наша музыкальная семья пополнилась новыми ее участниками, талантливыми детьми, первоклассниками. Посвящение в юные музыканты состоялось. Возможно, кто-то из них прославит свою первую музыкальную школу на российском и мировом уровне. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Дети города Канаша тебя не забудут. Эти слова высечены на мемориальной доске памяти заслуженного врача Валерия Шакина. На торжественное открытие прибыли представители Минздрава Чувашии и администрации города, рассказывает Марина Баринова. Уроженец села Турмыши Янтиковского района Валерий Шакин был человеком слова и дела. Всегда мог помочь в трудную минуту и найти выход, казалось бы, из любой ситуации. Таким его характеризовали все, кто пришел почтить его память. Валерий Павлович – один из таких выдающихся людей, который стоял у истоков здравоохранения, детского здравоохранения города Канаш. Я могу, наверное, с точностью сказать, что ответственно заявлять то, что это один из крупных организаторов, который так хорошо знал детское здравоохранение, именно педиатрию, как его правильно выстроить, и понимал, по какому пути идти. Он ставил задачи и достигал, и решал эти задачи очень правильно, эффективно. Он, наверное, не одно из поколений врачей воспитал, будучи главным врачом детской больницы, детской поликлиники изначально. Очень уважаемый человек, очень достойный человек был. Теплые воспоминания коллег и близких родственников четко рисовали картину. Добрый доктор с непосредственной детской улыбкой, но твердым стержнем руководителя. Работать всегда было и с этим человеком. Но, понимаете, надежно. Мы всегда знали, что у нас есть столы грамотные, которые всегда тебя могут, можно сказать, даже отстоять в каких-то случаях. Ну, вот так и, в общем-то, получается с 89-го и по 2012 год. Ну, что хочется сказать о нем, это главный врач с 85-го года по 27 лет. Мне кажется, мало у кого есть такой стаж работы главным врачом. Он заслуженный врач Чувашской республики. Ну, фактически всего себя он отдавал детям.
именно сохранению здоровья, оказанию помощи. Мне вот сразу запомнился Валерий Павлович. Он был настоящий руководитель, настоящий главный врач. Он был и строгий, в то же время он был добрый, и с чувством юмора, и хороший доктор, и хорошие цельные советы давал, хорошим. Он был еще, забыли сказать, он был хорошим лор-врачом у нас. Не только главным врачом, но и хорошим лор-врачом. И все дети его любят, обожают. Династию медиков продолжили и сыновья Валерия Шакина – Александр и Николай. У нас мама работала школьной медсестрой, братишка у меня, вот, Шакин, Коля тоже, закончил фельдшерское, здесь медучилище закончил, отец вот башкирский закончил институт, а я сам закончил ветеринарную академию Казанская. Очень много он сделал, я думаю, для города, и много детей спас, и многие до сих пор благодарят, что вот Валерий Павлович, значит, помогал. Теперь, проходя мимо дома, где почетно размещена мемориальная доска в память заслуженного врача Валерия Шакина, горожане всегда будут вспоминать человека, который всю свою сознательную жизнь посвятил детской медицине. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Елена Бладцева. Вести недели. 1 октября началась первая осенняя призывная кампания. С 3 муниципальных образований в армию отправится 130 молодых ребят. Из них по городу Канашу 66. Мы узнали, как проходит первая призывная комиссия. Значит, ребятами мы провели беседу, разъяснили. Есть, конечно, у многих ребят вопросы по отсрочке. Это есть и у нас и женатые, и по учебе. Есть желающие ребята военнослужбы по контракту. Отрадно слышать в этом году осенний призыв. У нас есть отобранные ребята из числа 10 за республику. 2 у нас отобраны предварительно, правда, пока президентский полк. Надеемся, что они тоже уйдут. Ребята крепкие, подтянутые. Один за другим отвечали, что служить готовы и физически, и морально. Некоторые уже выбрали род войск. Многие хотят служить в ВДВ и ВМФ. Этим молодым людям повезло. Они проходят отбор в президентский полк России. Хочу попасть в президентский полк. Закончил железнодорожный техникум. Чем вы увлекаетесь? Увлекался борьбой раньше. Учился в 5-й школе. Закончив после школы финансовый колледж, специальность страховое дело по отраслям, желаю попасть в президентский полк, увлекался спортом, легкой атлетикой. Президентский полк кто предложил? Сам решил? Вначале была идея матери, потом она отказалась от этого, я решил продолжить. Думаю, это положительно мне скажется. Более 10 молодых ребят прошли первую призывную комиссию. Уже через неделю они наденут на себя военную одежду и кирзовые сапоги. Начнут службу в рядах российской армии. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. После капитального ремонта в торжественной обстановке открыли дворы 20 и 24 домов Восточного микрорайона. Более 4 миллионов рублей потратили на новые бордюры, дорогу и детские площадки. Кто же первым оценит обновленный двор? Конечно, это наши дети. Они, как никто другой, ждали новые качели, карусели, турники, горки и новые песочницы. На ремонт двора микрорайона Восточный 24 направлено было 2 миллиона 200 тысяч рублей. Из них из федерального бюджета 2 миллиона 5 тысяч, республиканского 64 тысячи 20 рублей, местного 64 тысячи 20 и средства собственников на сумму 66 тысяч рублей. На двор Восточного 20 выделили 1 миллион 932 тысячи рублей, в том числе из федерального бюджета 1 миллион 762 тысячи, республиканского 56 тысяч 236 рублей, местного 56 тысяч 236 и средства собственников использовали на сумму 57 тысяч 975 рублей. Все помнят, в каком состоянии был этот двор, все помнят, в каком плачевном состоянии и какие большие лужи здесь были. Сегодня до нормативов довели мы улицу. Получается 5 метров ширина дороги, разъезжается весь транспорт. Есть, конечно, предложение установить лежачий полицейский. Я так думаю, в будущем мы это все-таки сделаем. Есть предложение добавить зеленых насаждений, тоже нужно это сделать. Ну а самое главное, приятно что в этом? Приятно то, что само население участвует в таких проектах с и рублем, и помощью в виде физической силы. И все родители выходили, помогали, и это очень радует. Но самое главное, большое спасибо государству, спасибо правительству, спасибо руководству страны и республики за ту
финансовую часть, которая выделялась на эти цели. Если бы не поддержка со стороны правительства, эти вопросы, конечно, мы бы не осуществили. Сегодня вы видите, здесь у нас и брусчатка, и бордюры. Управляющая компания, обслуживающая эти дворы, имеет контакт с жителями. Жильцы с удовольствием берутся за работу по благоустройству своих дворов. Есть пожелания, совершенству нет предела. Люди желают добавить ограждения, места для прогулок с колясками, зеленые насаждения. Управляющая компания вместе с жильцами уже своими силами займутся дальнейшим благоустройством. Как житель города Канаш, который родился, вырос, работает и воспитывает детей в этом городе, мне очень приятно смотреть на город, который сегодня оживает, реанимируется, который получает второе дыхание. И очень приятно слышать детские крики на детских площадках. Посмотрите, сколько их стало. Был период, когда они все буквально сидели за компьютером дома, их было просто не оторвать. А сейчас есть возможность играть и отдыхать нам в этих дворах. Огромное спасибо руководству республики, которое поддерживает наши проекты. Огромное спасибо администрации города, которая прикладывает огромные усилия, чтобы такие площадки росли, увеличивались, приумножались. С праздником нас! Собственники жилья активные, инициативные. Благодаря им обустраиваются дворы, город меняется к лучшему. Без вас вот этого всего не состоялось бы. Вы собственники своего жилья, товарищество ваше здесь, управляющая компания, все ваши пожелания и чаяния должна выполнять. Я думаю, вы уже ощутили на себе то, что ваше слово сегодня главное здесь. Поэтому вы сами собственники своей дворовой территории, своих прилегающих территорий, своих домов. Поэтому активнее участвуйте в этой жизни. И со своей стороны все, что можно, мы помощь вам окажем. Ансамбль «Россияночка» поздравил жителей со значимым приобретением. Порадовал небольшим концертом. Молодого, не скупого, милого, пригожего. Нагадала, не сказала, где искать и как зовут. Намекнула, что цветочки его имени живут. Ой, Вася, Семен, Коля, колокольчик. Ой, Вера, Георгий, Паша, Пушочек. Ой, Вася, Семен, Коля, колокольчик. Ой, Вера, Георгий, Паша, Пушочек. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Восточный микрорайон. День рождения – это отличный повод порадовать гостей чем-то необычным. Гипермаркет «Эссен» в честь своего юбилея удивляет своих покупателей феноменальными скидками. Весь месяц со 2 по 29 октября посетители могут приобретать товары из разных групп с весомыми скидками, о которых можно узнать как в каталоге, взятом на инфостойке, так и в мобильном приложении «Эссен». Мне очень нравится гипермаркет «Эссен». Здесь всегда очень много разных товаров, много фруктов, много и разных других товаров. И очень много скидок всегда. Я очень благодарен гипермаркету «Эссен» за то, что он существует в нашем городе. Я как пенсионер хочу сказать, скидки всегда радуют нас. И скидки в «Эссене» есть всегда. «Эссен» подготовил сюрприз и для самых передовых. Тот, кто посетит сайт essenjubiley.rf, получит купон на индивидуальную скидку до 100% от стоимости товара. Щедрые выходные октября порадуют покупателей товарами стоимостью до полцены. Весь юбилейный осенний месяц гипермаркет «Эссен» осыпает своих любимых покупателей подарочными предложениями. А нам остается лишь одно – делать ответные подарки, наполняя корзину необходимыми товарами. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Специально для программы «Вести недели». На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
Купить то, что хочется – большая роскошь для тех, чей семейный бюджет это не позволяет. Им в помощь гипермаркет «Светофор», ценовая политика которого направлена на поддержку покупателя. Ассортимент товаров разнообразный – от мясных продуктов и сладостей до всяческой бытовой химии и полезных вещей. Гипермаркет «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому у нас всегда свежая продукция по доступным ценам, всегда акция. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Покупателям нравится обслуживание и ассортимент. Вежливые сотрудники гипермаркета «Светофор» всегда готовы помочь в выборе нужного товара. Для современного мира оно, конечно, удобное, потому что разные товары очень много здесь. Каждый покупатель желает все, что иметь. И, во-первых, дешевые цены. Например, я покупала для сушки волос за 500 рублей. Точно такую же у вас, совсем она дешевая. В этот гипермаркет мы ходим очень часто, так как тут низкие цены, качество хорошее. Часто бывают акции и свежие продукты. Самый важный аспект гипермаркета «Светофор» – это, конечно же, акции. Реальная возможность приобрести товары по приятным ценам. Макароны 5 килограммов 119,90. Стиральный порошок «Биолан» 5 килограммов 400 граммов 239 рублей. Свинина по акции 1 килограмм 169,90. Гипермаркет низких цен «Светофор», город Канаш, Котовского, 4. Хотите недорого, качественно и быстро оформить недвижимость? БТИ Канашского района это сделает для вас. У нас 15-летний опыт работы в сфере кадастровой деятельности. Высокопрофессиональный инженерный состав, 9 кадастровых инженеров. Большой опыт работы во всех отраслях кадастровой деятельности. Техническая инвентаризация, геодезия, картография, топография, межевание, территориальное планирование, установка охранных зон. Мы работаем с современным спутниковым оборудованием. Имеются лицензии на геодезию и кадастровую деятельность. Все кадастровые инженеры являются членами СРО. Предприятие состоит в СРО с допуском к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Имеется аккредитация на работы в области технической инвентаризации. Работаем на территории города Канаша, Канашского района, Чувашской республики в целом и за ее пределами. С нами сотрудничают «Газпром», газораспределение Чебоксары, Российские железные дороги, строительный трест номер 3, Промтрактор Вагон, Чувашэнерго, Сбербанк и другие. Приглашаем вас к сотрудничеству. Заявки принимаются по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, дом 89, Центр кадастрового обслуживания. Телефоны 4 18 61 2 53 10.